Велосипед, ровер, байк, лясік. Як ні назові, гаворка ідзе пра адзін від транспарту. А пантанных круціць педалі з кожным годам становіцца ўсё больш. А вось канфлікты, якія ўзнікаюць паміж пешаходамі, веласіпедыстамі, аўтамабілістамі, не знікаюць, становяцца ўсё больш напружанымі і часам сканчаюцца смяротным сыходам. Як так атрымалася, што веласіпедысты выключаныя з дарожнага руху ўдзельнікі? І што трэба зрабіць, каб яны сталі бачны для іншых? Размаўляем з Евгением Харужым з Мінскага роварнага таварыства ў праекце High Talk «Інтэрв'ю наоборот». Колькасць велосипедистаў за апошнія некалькі год павялічваецца. Ну, хаця б візуальна гэта можна ацаніць, але вот у меня складваецца такое адчуванне, што яны ўсё адно сабе не могуць знайсці гэта месца ў дарожным руху. Ну і пра што здараюцца некаторыя канфлікты, у тым ліку дарожна-транспартныя здарэнні, але мне падаецца, што прычына іх трошкі ў іншым. То есть вот эта недасканаласць нейкай інфраструктуры, ці ўсё ж гэта элементарная непавага людзей адзін да аднаго. Ну, конечно, это инфраструктура, я бы сказал, в первую очередь, потому что конфликты, как бы мы двигаемся по одному пространству, да, то есть всегда мы будем пересекаться друг с другом, всегда будут пересекаться друг с другом машины, велосипеды, пешеходы, и задача инфраструктуры сделать так, чтобы эти пересечения были максимально понятными для людей. Когда поведение интуитивно понятно, оно не вызывает проблем, даже если вроде бы там светофора не стоит, да, но люди друг с другом всегда разминутся. Вот. И в этом плане, например, я всегда люблю приводить пример Голландии, что там вот все сделано максимально интуитивно понятно. То есть, если выезд из двора, значит, он приподнят, и сразу машина, когда выезжает, она вынуждена замедлиться. Сразу человек, идущий по тротуару, видит, что он здесь вот может спокойно проходить. Ну и точно так же другие вещи сделаны. І от про інфраструктуру. Зараз нам доводиться назирать некоторые пераўтварэнні на вуліцы Харужай, з чым я вас віншую. То есть там атрымоўваюцца, з'явіліся выдзеленыя велапалосы, з'явіўся пераход на скрыжаванні з вуліцай Чырвонай, а таксама пераезд з вуліцай Куйбышева, так? Вот скажи мне, калі ласка, чаму была выбрана менавіта вуліца Харужай, тому што яе можна характарызаваць як, да прыкладу, насычаную даволі потокамі пешаходаў і аўтамабіляў? Ну, наверное, в первую очередь, потому что там были действительно проблемы с движением. То есть на велосипеде там было очень сложно проехать из-за того, что много людей идет на рынок. И во вторую очередь потому, что эта улица, она не транзитная. То есть если посмотреть, сколько там машин, то там их немного. То есть их там в час пик, по-моему, около 800 машин. Это спокойно проезжает по двум полосам, это количество автомобилей. На самом деле там и так работало только две полосы. Остальные две крайние полосы были всегда запаркованы, причем что остановка запрещена была там всегда. У нас, к сожалению, в Минске нету механизма контроля за остановкой и стоянкой. Вот. И поэтому вот как-то так получилось, что решили попробовать здесь. Это сложный объект, конечно, потому что еще и подземный переход на Куйбышево, то есть это было как раз попыткой посмотреть, что можно сделать с вот этими подземными переходами, потому что это всегда больной вопрос для велосипедистов, как проезжать такие перекрестки. Скажи, вот як у вас атрымалася дамагчыся такого рашэння? Ну, я бы не сказал, что это вот прям вот добиться. Но когда-то мы давно работали с ГАИ вот по разным вопросам, да, и когда-то представители ГАИ просто предложили, давайте попробуем. То есть давайте попробуем вот новую форму организации движения велосипедистов. И вот велосипедную полосу, возьмем какую-нибудь улицу и попробуем. Ну, так получилось, что да, непростой объект, но, по крайней мере, выбрали. Очень долго, конечно, все это происходило, наверное, около 3 лет там обсуждали, решали, согласовывали, уже готовы были бросить и другую какую-нибудь улицу выбирать. На полном серьезе раза 2, наверное, такое было. Уже собирались, все, не пойдет, сложный объект, неудобно, всем будет неудобно. Ну, вроде бы, я надеюсь, что стало лучше. Да, але вось мяне цікавіць, ці будзе праводзіцца нейкая інфакампанія, тому што ўсё ж зараз, я разумею, першыя этапы яе ўводу такі ў функцыянал, даводзіцца ўсё ж назіраць, што аўтамабілісты як звыклі, да прыкладу, спыняцца на крайняй поласе, так гэта і робяць. Для веласіпедыстаў таксама гэта навінка, яны не так актыўна пакуль ёй карыстаюцца. То есть ці збіраецеся вы неяк інфармаваць, вучыць насельніцтва?
Да, конечно, сейчас, когда закончат, наконец, полностью наносить разметку, когда, я надеюсь, установят делиняторы, потому что их еще вот не установили, и это самая сейчас главная проблема, то тогда в Минском велосипедном обществе мы собираемся делать какие-то информационные, ну, там, не знаю, там ребята делают такую кампанию, то есть материалы, где-то там как-то будут рассказывать, как себя вести, то есть, ну, и в СМИ, может быть, комментарии тоже будем давать. То есть, конечно, ну, это не будет какая-то большой кампания, конечно. Ну, естественно, да, надо будет немножко, может быть, рассказать, потому что это для всех непривычно. В первую очередь сейчас проблема на этой улице именно из-за того, что убрали вот эти вот, ну, такие неформальные парковочные места, да, где нельзя было парковаться, но парковались. И не предоставили альтернативы, и физического отделения сейчас нету. А повторюсь, у нас контроля за нарушениями парковки нету сейчас фактически в Минске эффективного, и поэтому там можно, ну, спокойно можно припарковаться, там эвакуатор приедет, одну машину заберет, все остальные стоят, конечно, да, на место еще две приехали. Но там должны быть по проекту делиняторы. Вот сейчас вот ГАИ обещает все-таки какое-то количество их поставить. Там у них не все получается так, как было задумано, может быть. Вот. И мы надеемся, что со временем люди все-таки привыкнут к вот такой вот форме организации движения. И, может быть, найдется и решение для тех, кому нужно припарковаться. Потому что, в принципе, большинство из них припарковываются возле зданий. Да? То есть они подъезжают к зданиям, которые стоят возле улицы. То есть к каждому практически зданию есть, на самом деле, заезд во двор. Он там часто загорожен, где-то шлагбаум стоит, где-то еще что-то. Но это уже вопросы собственников здания и арендаторов здания, как они договариваются о том, чтобы к ним можно было подъехать. Ну вот скажи, ты человек с таким, я так розумію, давнім велодосвідом, да? От що б ти порадив людям, які хочуть користатися цією велодорожкою, тому що от мені доводилося, до прикладу, бачити, що машина стоїть, і для того, щоб велосипедист мог її обминути, він або вимушений спешиваться і йти по тротуару, обиходити її, або ввогуле виїжджати на сусідню ліву полосу, і при этом некоторые показують, що вони збираються робити маневр, некоторые просто виїжджають, це такий сюрприз для автомобілістів. Що б ти порадив? Ну, конечно, пока там такие автомобили стоят, правильное поведение, ну, если уже стоит, ну, подъехал, внимательно посмотрел, чтобы по соседней полосе там не было интенсивного движения, показал там левой рукой поворот, что объезжаешь, и аккуратно объехать, не спеша и в то же время там соблюдая осторожность. Это нормально, то есть это поведение предсказуемое, водитель автомобилей видит, что ты поворачиваешь, то есть в принципе наезжать они на себя не будут специально, никто специально наезжать не будет. Вот. Поэтому просто быть предсказуемым и аккуратненько объезжать. Не надо там пытаться по газону обходить, это глупость. От скажи, що б ти ще мог порадити для того, щоб усе ж велосипедисти стали зауваженими такими учасниками дорожнього руху, записуватися у школу Мінське ровне товариство, я веду, проводять некие факультативы у школках, або там проводять инфокомпании, або просто треба час, коли люди звыкнуть один до одного. Не, мне кажется, не хватает образовательных каких-то вещей, не могу сказать каких, но мне кажется, что вот не хватает еще на уровне школы чего-то, каких-то компаний, чтобы это стало модным, чтобы это стало привычным, да, чтобы стало привычным и ездить на велосипеде, и чтобы стало привычным то, как эта инфраструктура организована, потому что сейчас там велопереезды нарисовали на многих переходах, а люди даже не знают, что это такое. Начнешь спрашивать, тут велодорожка, да, правда? Вот, то есть, просто они не знают, что это за разметка, например, не знают, почему она здесь. Поэтому, образовательная, конечно, штука нужна. Остальное, мне кажется, что опять-таки инфраструктура будет первичнее. Чем больше у нас вот хорошей инфраструктуры, когда можно будет спокойно, без напряга, что ли, просто спокойно проехать, как мы вот спокойно гуляем по улице, точно так же спокойно можно будет проехать. Чем больше такой инфраструктуры будет появляться, так тем больше велосипедистов появится. Пока мы видим, что все предпосылки есть, да, и самокатов сейчас очень много появилось, хотя это они пользователи той же самой инфраструктуры. Сейчас бордюры исчезли, появились электросамокаты с хорошим двигателем и аккумулятором, появилось огромное количество электросамокатов. Точно так же и велосипедистов появляется больше. Добре, я дякую тобі за розмову. Ще раз віншую з тим, що відкрилася вулиця Оружия для велосипедистів. Дякую тобі. Будьте уважлівыя і добразычлівыя адзін да аднаго. Горад – гэта наша агульная прастора. З вами была Хрысціна Чарняўская, Александр Лібертат у праекце зялёнага партала «Хай-ток. Інтэрв'ю наабарот».